В июле этого года команда юных химиков завоевала 4 медали на 55-й международной олимпиаде по химии, которая проходила в Цюрихе. Золотую медаль привез Санжар Бесинали, выпускник столичной интеллектуальной школы. В олимпиаде принимали участие более 350 талантливых школьников из почти 90 стран мира. Результатов Санжар ждал с напряжением. Соперники были достаточно сильными. В последний день, когда был момент трепета, церемония закрытия, перед нами стоят медали, профессора, они готовы нас поздравлять уже. У меня не было надежд на золотую медаль. Я думал, наверное, серебряная медаль снова. Но, как оказалось, когда нам показали табло, и там уже выходит мое имя, я понял, что это золотая медаль. Радости предела, конечно же, не было. И сам пока что в это поверить не мог. Будучи еще учеником 12 класса, Санжар получил грант в один из самых престижных вузов мира – в Калифорнийский технологический университет. Накануне отъезда на учебу Санжар заглянул в родную школу, где шла подготовка к новому учебному году. Учителя поздравляли его, они по праву гордятся одним из лучших выпускников, ведь именно педагоги помогли ему раскрыть свои способности к химии. Сначала это был интерес к биологии, после же биологии я решил попытать себя в химии. Химия мне понравилась наибольше. Там же я встретил своего учителя Кильгенбаева Нурбола, с которым последующие года 2 я обучался, который меня обучал химии. А после Кильгенбаева Нурбола он уже познакомил меня с другим учителем, с Азим Агаем, с которым я прошел путь от областного до республиканского и до международного этапа. Он готовил меня на протяжении 1,5 года. Активно, каждый день по воскресеньям мы приходили, занимались в этот же кабинет. По словам наставника Азима Аманжолова, Санжару нелегко давался предмет. Однако силы воли и самодисциплины у парня было не занимать, отмечает учитель. Теперь они планируют, что в будущем Санжар станет помогать в подготовке казахстанских команд на различные олимпиады. В свое время я тоже был олимпиадчиком, у меня был учитель, и он говорил, что 95% результата – это ученик, а 5% – это учитель, Поэтому я думаю, что свои 95% он сделал, я свои 5% тоже, поэтому радуемся вместе. Но в целом пытаюсь именно поставить их на то место, то есть заранее, чтобы они примерно чувствовали, что они на Олимпиаде, скорее всего, будет вот так, скорее всего, здесь ты ошибешься, и такие моменты нужно учитывать. Говорю, что есть понятие как чекпоинты, например, где надо себя перепроверять, то есть многие люди ленятся перепроверять, ученики, я их, все время им далбливаю, чтобы они перепроверяли, например, когда на Олимпиаде, По поводу, тайм-менеджмента тоже, как там, время считать во время Олимпиады, как там правильно задачи решать. Республиканский научно-практический центр «Даррен» по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи недавно отметил 25-летие. По данным центра, за все эти годы на самых престижных международных олимпиадах казахстанские школьники завоевали около 500 медалей, из них более 40 золотых. Наш центр «Даррен», выступая от имени государства, производит финансирование и подготовку школьников к олимпиадам. Государство берет на себя все расходы по дороге, еде, проживанию, командировку учителей. С прошлого года победители крупных международных олимпиад, а также их тренеры поощряются денежными вознаграждениями. На данный момент мы сейчас уже подготовили документы, и уже на днях они поступят на личные счета участников. В этом году в 7 международных олимпиадах приняли участие 31 человек, из них 23 привезли медали. Совсем скоро у Санжара начнется студенческая жизнь в американском университете. Он не понаслышке знает, какая там напряженная учебная программа, свои законы и традиции. Будущую профессию Санжар связывает с биологией и химией. Вот так, проявляя упорство, он воплощает свою мечту добиться успеха в научной сфере в реальность.